Александр Беспутин единогласно Совет исполком выбрали. И я его хочу поздравить, он вошел в исполком и стал еще генеральным секретарем. Хочу пожелать хорошей, успешной работы. Работа генерального секретаря, в современном сказать, это как президент федерации. Так как президент в стране у нас один, у нас мы боксеры, как сказать, уважаем, и у нас генеральный секретарь. Вот мы выбрали. Я до этого всегда говорил, что боксом должны управлять боксеры. Вот, пожалуйста, чемпион мира по боксу Александр Беспутин. Просто некоторые, когда говорят, корректировку СМИ тоже веду, когда говорят экс-чемпион, экс не бывает. Когда боксер стал чемпионом мира, он вошел в историю. Не пишите никогда экс. Чемпион мира. Есть действующий чемпион мира, есть, который стал. Вот Александр Беспутин перед вами. Будет теперь развивать бокс. Обещал увеличить в сборной тренерам зарплаты в 2 раза. Обещал сборную полностью поменять дизайн одежды сборной. До 8 номера, правильно? Нет. Это настоящий боксер. Это очень правильное решение. Начали с тренеров из бокса, с чего вообще начинается спорт. Тренеры, боксеры. На самом деле, если поздравляю, честно, Саша. Скажу, у меня хороший, есть уже, в принципе, после бокса неплохой опыт именно спортивного функционера. Благодаря, кстати, как раз таки Умару Назарычу, руководителем Центра прогресса бокса, и также был советником руководителя IBA Международной Федерации. Поэтому опыт есть мысли, есть в каком направлении двигаться, есть, как говорится, Умар Назарыч, рано вы ушли, есть хороший учитель, с кого есть пример взять, и всегда, я думаю, что в лице Умара Назарыча найдем старшего брата и консультанта всегда, я думаю, что всегда проконсультирует именно как заниматься развитием федерации. Но в целом есть мысли, есть понимание подхода. Сейчас в первую очередь ознакомимся с командой, со всей рабочей командой, кто сейчас есть, и в перспективе в ближайшее время собираюсь объездить, в принципе, все регионы в России, со всеми лично познакомиться, с кем, до кого доехать не смогу, себя приглашаю. Также сейчас хочу познакомиться с национальными командами полностью, лично познакомиться. Поэтому в ближайшее время, буквально после форума, я хочу поехать в Прилебрусе к основной команде на сбор. И уже потом к убывающим юниоры, юноши, женщины, юниорки. Поэтому, Василий, как-то однажды ты меня спросил, есть амбиции чемпиона мира стать? Я сказал, что по поеданию бургеров. Потом меня друзья пристыдили, я себе форму чуть привел. Поэтому, наверное, да, могу сказать уже об этом. Первые шаги на новую должность. Вы сказали, что объездите, лично познакомитесь. Что лично вы видите, что в первую очередь нужно изменить? Если честно, мне очень хотелось бы, наверное, не то, что хотелось бы, то, что я наблюдаю, будет, сразу хотел бы сказать, что именно в федерации сейчас я хочу сделать большой уклон именно в патриотическом воспитании. Потому что я смотрю, что молодежь не знает историю, знаете, как это. Если ты не знаешь свою историю, нельзя не знать свою историю. Знаете, я просто хочу фразу хорошо сказать, вдруг неправильно скажу, потому что СМИ подхватит. Поэтому нельзя не знать свою историю. Мы все обязаны знать свою историю. Поэтому это закладывается с юношей. В любом случае будет в этом работа в патриотическом направлении будет вести и с сеньорскими командами, и со взрослыми командами. Но именно фундамент этого будет наши юноши, наше подрастающее поколение, которое должно себя правильно проявлять.